Началась подготовка к Новому году. И в этот день все мы хотим увидеть на своем столе наши любимые продукты. Строганину, жеребятину, там, хан и так далее. Да? Но, к сожалению, когда мы приходим на рынок, сейчас мы видим, что строганина стоит 800 рублей, жеребятина 600 рублей там, и так далее. Почему так происходит? Почему так сильно растут цены на продукцию местных товаропроизводителей? Давайте попробуем разобраться. Для этого мы сегодня пригласили наших гостей. Руководителя Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Республики Саха-Якутия Андрея Андреева и руководителя информационного агентства «Якутия Медиа» Алексея Толстякова. Здравствуйте. 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 И для начала, чтобы не быть голословным к тому, что я сказал в начале, давайте посмотрим опрос, как относятся жители города Якутска к ситуации вот с ценами на продукты. На мясные все, короче говоря, все поднялись. Вот, например, сейчас я говядину хочу, она 500 рублей стоит. Это что такое? На мясо, на молочные продукты увеличивалась цена. Ну, дорого. Конечно, дорого. Вот Нельма 2000. Чего же это? Ну, мясо, например, тоже очень сильно. Масло. Самые такие вот сильно-сильно подорожало. Ну, я, например, вообще не согласна, то, что рыба такая дорога. По 700 рублей вы что? Килограмм местная рыба. На все. На мясо, на жеребятину, на говядину. Фарш 500 рублей, он сейчас, смотрели, стоит. Особенно на мясо сейчас особенно идет повышение. По сравнению с прошлым годом, конечно, есть разница. Вон мясо 500 рублей. На все дорожает. В принципе, можно снять очень много таких ответов, да, горожан. Вот. Давайте попробуем все-таки понять, в чем причины, почему так происходит. Что влияет вообще на цены на продукты местных производителей? На цену вот, местной продукции в основном влияет это закупочная цена от товаропроизводителя. Товаропроизводитель никогда не будет продавать ниже себестоимости свою продукцию. Ежегодно у нас до Нового года всегда цена увеличивается, да? А после Нового года она падает. К весне она в разы падает. Даже вот в прошлом году продавали мясо говядины на 220 рублей за килограмм. А сейчас вот на 600 рублей стоит, да, на продаже. Но здесь надо посмотреть тоже по-разному. Мясо жеребятины и говядины местной продукции продается не только вот в крестьянском рынке. Вы показали, что только это в крестьянском рынке. Крестьянский рынок – это есть рынок. Здесь играет основную роль закон рынка. Спрос есть, предложение есть. Вот почему это рынок? Там, в рынке можно не обязательно купить за 600 рублей, можно опустить его до 500, до 550 рублей. Можно торговаться. Есть магазины, которые продают оптом и рознично. На сегодняшний день оптом, ну скажем, по полутушам жеребятня продается на 360 рублей. В первом квартале 2016 года цена в любом случае снизится в разы. Вы как государство, как регулятор этого рынка, вы должны были в первую очередь озаботиться этим вопросом, да? Если вы видите, что есть демпинг цен, так называемый, да? Если Сахагропродукт продает там оптом по цене 360, а на рынке она стоит 550, то есть завышение идет, но мне кажется, это в ваших полномочиях, в ваших усилиях вот, регулировать эту ценовой этот диапазон. Почему это происходит? Розничная цена нигде в Российской Федерации не регулируется. Регулируется только торговая надбавка. Да? Но торговую надбавку государство регулирует только те продукты, которые установлены государством. А мясо говядины, масло и другие, вот, ну, скажем, макароны, картофель, овощи, они не регулируются. Заготовитель или коммерсант закупает за 320 рублей, и он не будет продавать меньше, чем 320 рублей. Так получается, да? Так. Дело в том, что местной продукции республика мы обеспечиваем только 27%. Конины и жеребятины мы забиваем голов 51 голов. Это в среднем получается, если перевести на мясо, это 5000 тонн. Это совсем мало. В прошлом году мы 51 голов забили, но нынче будет где-то 52-53 голов, 53 тысячи голов будет. Почему? Потому что нынче поголовье жеребят больше, чем в прошлом году.
А говядину, крупный рогатый скот мы забиваем где-то больше 60 тысяч голов. Это 9 тысяч тонн говядины. Остальное, вот, я же сказал, 27% мы обеспечиваем. Остальное все завозное. Поэтому у нас получается у нас как будто мясо у нас как деликатесное. Да? Привозная, конечно, я не говорю, что она плохая, но вкус совсем другой. При производстве мяса же тоже терпят какие-то расходы, да? И они тратятся на транспортировку этого мяса до Якутска. Ну, я вижу, например, привозная говядина стоит 225 рублей за килограмм. Это в розницу. Нет, я такого не видел ни разу. Алтайское мясо, вот сейчас в данное время продает крестьянский рынок, самое дешевое, 290 рублей. Это первого сорта, скорее всего, мясо. А речь идет о втором и третьем сортах. Нет, там уточню, там полутушами 225 рублей. Но все равно. Вы сказали, жеребятина самая дешевая, 360, где-то полутушами, допустим. Да. Почему такая разница? Если жеребятина там везется из Намского улуса, Хангаласского, не так далеко, откуда вот эта разница в себестоимости возникает? 51 тысячи конины и жеребят мы только забиваем. Это всего-навсего где-то 5% от потребности. Она получается как деликатес. Я думаю, что поэтому она должна быть высокой. Если бы мы снизим его 220 рублей, мы всех лошадей забьем, и через 5 лет у нас вообще не будет. А я с вами не согласен, категорически, потому что мясо – это социальный продукт, и цена на него должна быть социальная, а не высокая и деликатесная. Тем более наша. Мы живем, в общем-то, в сельскохозяйственном районе, да, наш регион сельскохозяйственный больше. У нас есть свои традиции исконные, да, охота, рыбалка и так далее. Но цена на мясо, мне кажется, в нашем регионе не должна быть выше, чем мясо привозного. Она должна быть либо на уровне, либо ниже, потому что действительно, как Алексей говорит, затраты на транспортировку, на так далее, мы практически не несем. Почему мы не конкурируем с привозным мясом в цене? Вот я у вас хочу спросить. Почему? Да. Почему? Потому что я вас спрашивал, да. У нас месяц, сколько месяцев зимы? 8 месяцев. Мы только 4 месяца коров, да, отпускаем на воле, да. А в других регионах у них даже 3 месяца они только коровников держат. Себестоимость, например, да, алтайское мясо от наших, да, почти что 5 раз ниже, чем мы. Они никогда, Алтай, да, они никогда не держат коров, которые готовят на мясо. Они ходят только на природе. Они ходят, смотрят и все. А у нас как? 8 месяцев мы держим, 3,5 месяца держим, а потом забиваем. А здесь и зарплата, и электричество, и вода, и все это больше получается. Но при этом, посмотрите, мы никогда не будем конкурировать по себестоимости, извне, скажем, вот алтайском, как сказали, не должно быть деликатесное мясо, да? Ну, оно должно быть, это же нормально. Нет. Это не деликатес, это нормально кушать свое мясо. Так. Вот к чему я хочу привести. В мире, да, такого мяса, как жеребятина и говядина, нету. Ну, прекратите. Это вы сейчас Казахстану говорите? Это только в республике Саха-Якутии мясо говядины и конины едят. А в других регионах никто мясо лошадей отправляют только на переработку на колбасные изделия. Давайте я задам еще И еще второе, да. Только в Якутии мы можем кушать в сыром виде жеребятины. Можно ли снизить цены? Что вообще, возможно это или нет? Или они будут продолжать расти? Цену можно, конечно, снизить, если снизить какую-то часть расхода, государство должен восполнить из государственного бюджета. Вот тогда и будет снижаться. Если увеличить дотации сельскому хозяйству? В интернет-пространстве очень много комментариев по этому поводу в последнее время. Зима приходит внезапно, ежегодно. Цены же каждый год подскакивают. Да. В этом году 700. Почему так происходит? И масса комментариев в интернете. Совершенно верно. Да, и ваше мнение? Мое мнение, снизить однозначно можно. Во-первых, у нас забой
мясной, да, как правило, вот в эти дни, в середине ноября, да, ну, осенью, середина ноября. При этом никаких, по большому счету, затрат мы не несем. Ну, то есть не нужно нигде его хранить, сложил его, оно замерзшее мясо. То есть склады никакие, по сути, не нужны. То есть там рефрижераторы и так далее, 5-10, просто нужна охрана, которая будет охранять в каком-то крытом помещении на складах, да, это мясо, ну и, соответственно, транспортировать. У нас основные, ну, скажем так, поставщики мяса, это вот близлежащие районы, скажем так, да. Понятное дело, что никто не будет вести там Сусьяны там, и Саймиконы и так далее, потому что нам достаточно там Чорапчи, Статты, Сусялдана, Самги там, и так далее привезти, да, это мясо. И, соответственно, я просто не понимаю, почему цена после Нового года падает. Она не должна падать, потому что хранение тоже, затраты те же. Дорога открывается, наоборот, у нас зимник есть, появляется, еще дешевле. Это не паромом везти за 10 тысяч рублей один КАМАЗ, грубо говоря, да, с ледоколом. Скольки летних, ну, скажем, коров мы забиваем? Ну, 3 года, как правило. Да. А за 3 года он дает что-нибудь? Она только кушает и все. Стоит. Хорошо. Да. У меня вопрос, кто... И сколько месяцев они будут стоять в зимний период? Хорошо, вопрос у меня такой встречный. Сколько Минсельхоз тратит на субсидии на поставку кормов в зимний период? Ну, то есть мы же всем миром позапрошлом году, помните, когда у нас не было погоды для того, чтобы косить траву, и всем миром переезжали там с Чорапчи куда-то в другое место, там косили траву, и потом вывозили и закупали еще кормовые из других регионов. Гигантские деньги были потрачены. То есть сам производитель, по сути, он там потерял совсем немного. Государство очень здорово помогло. Но почему-то этот же производитель навстречу нам, потребителям, не пошел, не снизил, ну, не оставил на том же уровне цену этого продукта, наоборот его поднял. Территория у нас сколько квадратных метров? Ну, 8 Франции, 16 Англии, да, это все понятно. Вот. А сколько улусов в республике? 35. Ну, вы у меня сейчас знания... Да, скажем, да? Но вот в прошлом году мы, наоборот, выполнили план по заготовке сена, да? Территория большая, это будет ежегодно. В каких-то улусах засуха будет, в каких-то улусах урожай будет. Поэтому, конечно, там, где урожай, мы всегда готовим и перебрасываем туда. Так вопрос-то в чем? Вы же говорите, сколько стоит это. Это не говорит о том, что в 2-3 улусах там сена урожая не было. Из-за этого столько много денег Министерство сельского хозяйства вложило. Мы только транспортные расходы там возмещаем. Остальное все сами, вот сельхозтоваропроизводители сами все оплачивают. Они сами закупают и все. Берут кредиты, берут разные, да. Но, конечно, жить в сельской местности, я не скажу, что так хорошо, как в городе, да. А там есть тоже трудности, не только по сене. Сейчас и все коровники уже стали непригодны, ну не все, но большинство, да. Их надо ремонтировать, их надо заново строить. Вот поэтому себестоимость, вот не только вот мясо, да, она каждым годом будет еще наращиваться. Производитель мяса особенно это будет. Почему? Потому что они 3 года ничего от государства не будут брать. Мы не даем им на поголовье. И на, ну, живой-то стоит, ну, скажем, крыс 2-летний, да. Ну, за 3 года мы ничего им не даем. Вот после 3 лет он будет забивать и деньги будет получать. За это время он бесплатно будет работать. Ну, типа так получается. Я думаю, мы не будем отдельно обсуждать цены на рыбу, да? Наверное, там ситуация сходная. Там еще хуже, потому что, я так понимаю, рыбаков просто численно их очень мало, которые на севере вот реально работают и заготавливают рыбу. Наверное, там все точно, механизмы, наверное, примерно похожие, как рядовой потребитель. Да? Мне кажется, что я вот отдаю 800 рублей за строганину, из них там половина уходит каким-то таким очень богатым людям, которые как-то все организовали, что, значит, им вот это вот какая-то сверхприбыль с этой рыбы попадает. Есть ли какой-то ценовой сговор, там, я не знаю, какая-то преступная группа, которая вот эту цены все вот так взвинчивает на рынке вот для конечного потребителя? Кто наживается на высоких ценах? Ну, паранойей тоже страдать нельзя ни в коем случае, да, искать там крайних виноватых, а особенно там
присутствие Ну, каких-то когда смотришь комментарии в теневых- интернете, кажется, что каждый второй страдает. Ну, каждый второй в интернете. Да, вот тут безусловно, мафия, эксперт. там, Да. да, захватили, вот сговор. Вот почти каждый второй, третий комментарий на эту тему, вот он пестрит вот такими обвинениями. Да, вот как вы можете это прокомментировать? Ну, понятное дело, что раньше, там, в советское время, там прямо заработали большие артели, да, которые выходили на промсезон и добывали по плану, по определенному, там, определенное количество рыбы. И тогда, и сейчас это строго регламентируется, сейчас еще строже, там у них отобрали водные ресурсы у местных жителей и так далее. Это другой вопрос. Во-вторых, сохранить эту рыбу там, на месте вылова, и как ее довести до потребителя. Да? Рефрижераторы, корабли полные, груженные, чтобы доставить туда овощи, продукты, ну, так называемый северный завоз, а обратно, чтобы порожняком не идти, могли бы эту рыбу всю забить танкер, ну, вот эти вот рефрижераторы и обратно привезти, по сути, за какие-то минимальные расходы. Они все равно сюда придут, эти обратно танкеры, на зимний отстой. Почему-то ни руководство транспортных компаний не идет навстречу, не снижает ставки на авиаперелет. Ну, тут вообще понятно, если у нас рядовой житель не может сам перелететь, о чем мы говорим, какие грузы, авиаперевозки грузов. У нас есть два рефрижератора, Магдебур и Мальчик называется. Да? Они везут ежегодно, везут в арктическое северное улусы не только картофель и овощи, и ну, там для рыбаков то, что они заказывают, ну, снасти, там, и бураны, то, что рыбаки заказывают, они туда везут. В обратном пути они полностью забирают рыбу. Эти рефрижераторы за летний период они ходят два раза. Один раз до открытия это Северного Ледовитого океана до Булуна обратно, и потом до Нижней Колымы доходит. Извиняюсь, до Средней Колымы доходит. И оттуда, начиная от Средней Колымы, мы все забираем рыбу. 800 рублей, которые вот сейчас продают, да, они эти подлетки, да, подлетную рыбу возят коммерсанты в основном. Мы туда не вложим ни одного рубля. Почему? Потому что рейс один. Вот, ну, скажем, хоть это Чукурда, хоть это Нижняя Колыма, она стоит больше, чем 1 миллион. Эти деньги коммерсанты сами вложат и оттуда возят. Если она, скажем, рейс одного авиатранспорта, они вложат на рыбу. Вот из-за этого. То есть Строганина везется авиатранспорт? Да, авиатранспортом везет. Зимник открывается только после Нового года. Цена на Строганину после Нового года должна снизиться. Опять снижается. А можно вопрос вот такой дурацкий? Что мешает, например, вот просто взять вот летом период навигации, забить не 100% летней рыбы, а 75, а вот 25 вот взять зимний, прошлогодний, но зимний, которая хранится на складах у них. Ну, Строганина, почему она строганина, да? Если она пролежит, ну, скажем, год, она даже вид... Не год, речь не о годе идет, полгода. Полгода, да. Она вид сразу потеряет. Когда мы вылавливаем вот подлетку и продаем через, ну, скажем, за месяц он должен продаваться, или полмесяца. Да. А после уже, ну, скажем, после 30 дней она уже вид свой, не вкус там совсем другой. Да. Поэтому она и вот... но самое главное, нету вот какого-то такого мафии, которая наживается. Нет, это объективные причины. Тут, да. Мы не знаем, может и есть. Как влияет на положительно или отрицательно? Вообще рост поголовья, доходы вот селян, да, вот эти цены высокие, это хорошо для них? У нас благодаря этому на селе люди стали лучше жить от того, что цены растут? Конечно. Или они хуже там живут из-за того, что цены высокие? Или они меньше продают? Да, когда на продукцию, которую производят наши сельхозтоваропроизводители, она когда идет по хорошей цене, да, это идет к развитию. Очень многие сейчас говорят, что в советское время было поголовье такое, а сейчас стало вот такое. Ну, я тоже жил вот при советской власти, но там система совсем другая была. Естественно, система совсем другая, противоположная к системе советской власти. Да? Поголовье чуть-чуть уменьшается, но с этого года, я думаю, уже на стабилизацию идет. Почему? Потому что наша республика в 2015 году, ну, уже 15 год заканчивается, да? Здесь мы более 10 миллиардов рублей вложены. Это уже дает чувство жителям, сельхозжителям почувствовать на себе
ну, и селе чувствовать себя более-менее уверенно, да. Поэтому в этом году мясо говядины будет меньше, чем в прошлом году. Почему? Потому что они в этом году те улусы, которые заготовили больше сена, они уже поголовье оставляют. Ну, в смысле, забой меньше будет. Это в основном вот, центральные улусы и ближняя группа улусов. Да? Ну, конечно, северные улусы, улуса 15-й год был не очень хороший. Ну, дело в том, что урожая там не было по осени, да. И мы здесь заготавливаем и будем обязательно помогать им. То есть рост цен это хорошо для развития поголовья. С разной периодичностью выезжаю в районы, в разные, центральные, северные, южные, восток, запад. Мне удается пообщаться с людьми, как они живут. Действительно, есть районы, которые очень хорошо развиваются, либо стабильно все, либо развитие. Но есть районы, где совершенно обратная противоположность идет. Где-то, наоборот, люди стараются создавать кооперативы, сдавать молоко, 5-10, но от этого лучше не становится. У них там сложности. Ну, это, скорее всего, опять мы вернемся сейчас к вопросу инфраструктуры, да, к вопросам дорог, там, электричества и заготовки кормов и так далее. Ну, у меня нет комментариев по этому вопросу. Я не могу сказать, что у нас прям все идеально. Мне очень удивительно слышать, что это нормально, что вот мы сейчас выходим на стабильный... Сколько вы говорите? 25% мы покрываем своим мясом? Да, 27. 27% это нормально для Якутии нашего мяса. Но ненормально это. 100% нашего мяса должно быть у нас. Ну, в советские же годы же было почему-то. 100% тоже не было там. Ну, около того. Не, там было всего-то 32%. Да. Всегда на завозной мы жили. Тогда жителей-то было Якутии-то больше миллиона, а сейчас-то мы миллион-то еще не дошли. Так, еще вот Мирном-то пишут, это всегда выходит же. Средняя зарплата жителей Мирнинского улуса 89 тысяч рублей, да? Да. А что, человек, который ежемесячно получает 80 тысяч, тысяч рублей, не может закупить мясо, которое мы производим, что ли? А знаете, откуда берется средняя цена? Потому что сидит директор Алросы в Мирном, и есть врач, санитар, который получает 3,5 тысячи. Вот эти две зарплаты берутся, средняя, и получается, вот она, 80 тысяч. Понятное дело, что санитар себе не может позволить мясо за 550 рублей килограмм купить, потому что это ровно 25-я часть, 1/25 часть. У нас есть данные по средним доходам вот, непосредственно коневодов, рыбаков, сколько вот они зарабатывают за год или в месяц в среднем? Средняя зарплата, скажем, скотников, да, сейчас около 20 тысяч получилось. В прошлом году, это 13-12 годах было где-то 16 тысяч. Ежегодно идет, на рост идет, ежегодно. Но это, я думаю, не сравнить, конечно, вот Мирнинским улусом, да, и вот с санитарами, но они живут. Что делать? Где все-таки купить жеребятину, где купить строганину? Как вот выйти из ситуации? Есть такое устойчивое выражение сейчас появилось, да, теория 5 рукопожатий. Она там работает по всему миру. У нас есть теория 2 рукопожатий. Мы настолько все с друг другом близки, да, несмотря на нашу гигантскую территорию, мы все соседи, там, через 3 поколения родственники и так далее. Да. Вот нас деревня действительно очень много спасает. Вот я, как рядовой житель Якутии, да, у меня есть родственники где-то в деревнях, или там друзья родственников, или там друзья друзей, у которых можно купить те же самые натуральные наши якутские продукты, произведенные у нас, выросшие у нас, за вполне себе нормальную стоимость. Я вот сейчас через, благодаря тому же самому феномену WhatsApp, там, грубо говоря, да, мне удалось приобрести мясо жеребятины за 350 рублей за килограмм, естественно, оптом, да, полутушами. И рыбу я тоже заказываю через друзей с севера, она прям самолетом прилетает. Понятное дело, что она дорогая, но не такая, как стоит на рынке, например, но зато она свежая. Хотя... То есть надо быть социально активным, больше дружить, поддерживать хорошие отношения с родственниками. Это во-первых. Да. А во-вторых, все-таки надо государству обратить внимание на это, потому что, мне кажется, это ненормально, когда цены растут. Если сейчас вот
водка подорожает, то все, вы знаете, чем это закончится. Обычно это революция. Напрямую от сельхозтоваропроизводителей купить это, конечно, всегда дешево. Да? Но не все жители, ну скажем, ну, вот, особенно в городе Якутска, не могут купить вот, напрямую напрямую купить от сельхозтоваропроизводителей. Но у нас есть хорошие предприятия, вот то, что я сказал, Сахагропродукт, Скиф есть, ну, скажем, мясной двор и, конечно, вот крестьянский рынок. Да? На крестьянском рынке не обязательно, там, то, что они пишут, там 600 рублей, не надо останавливаться, там, это рынок же, можно торговаться. Я вот, когда хожу в крестьянском рынке, то, что они пишут 600 рублей, я не покупаю, обязательно торгуюсь с ними. Правильно говорят, надо быть немножко финансово грамотным, прежде всего. Надо оценивать, смотреть, сколько где стоит. Не берите, думайте о том, что вы покупаете и как, за какую цену вы покупаете. Считать деньги, уметь экономить их. Спасибо. И в итоге я бы хотел от себя добавить, вот если один же ребенок стоит 45 тысяч, к примеру, да, вместе с внутренностями, и вот человек, который вырастил 10 жеребят, он, допустим, их продал за 450 тысяч. Мы это делим на 12 месяцев, и у меня получилось 37 тысяч в месяц. Может заработать человек, который вырастил 10 жеребят. Соответственно, если человек там 50, их должно быть больше, да, работников. Это вот весь доход этого человека. И он их продал по хорошей максимальной цене еще. То есть мы видим, что все-таки, видимо, вот никакого такого заговора, какой-то там страшной мафии здесь нет. Здесь объективные наши якутские причины, с которыми приходится нам мириться. Спасибо, что пришли, спасибо за внимание. С вами был «Спорный вопрос». Thank you.